Я могу про сегодня сказать, но Конечно, мне конечно. кажется, слабо влияет личность современных деятелей культуры и искусства. В хорошем смысле слабо. Да. В плохом-то, мне кажется, И в здорово. плохом, и в хорошем, ну, очень слабо. Ну, people не обращает особое внимание на них. Ну почему? А когда вот актер Пореченков, например, стреляет по украинским позициям, разве это Ну, не но влияет на это уже расчеловечивание? политика совсем. Ну Это, да. это он не актер, это Но он он просто враг. морда-то так Да, намоленная на да. телевизор, да, как у Собчак, наторгованная, еще там с Дома-2. Вот. Ну, тут он же ж перестал, в этом случае он перестал уже быть актером. Для тебя Он он стал перестал быть политиком. актером. А там он играет в театре, кстати, на Табакова. Он Табакова уж нет, он, по-моему, там на ведущих ролях, как и другие подобные люди. Как какой-нибудь Машков, который актер такой известный в Украине. Ты помните, ну, достаточно одесского этого фильма, да? Да. Как он называется? Ликвидация. Ликвидация, да? И этот человек Тогда выходит. он еще не был запятнан. Ну, ты не представляешь, как это было. Он еще до войны, он подскакивал вот так аж со стула на съезде «Единой России» и Путину такие дифирамбы пел, что я думаю, И господи, смотрел лучистым взглядом. да, но это же как можно? Это же просто тебя что, пытают? И вот сейчас, мне кажется, время даже такое, знаешь, раньше, ну, при Сталине там расстреливали, сейчас можно уехать, сейчас ты уезжаешь, какой-нибудь там Акунин уезжает куда-нибудь в Лондон, и даже оттуда боится что-то лишнее сказать, да? Вот почему... Новичка боится. Новичка, наверное, да. Почему до такой степени измельчала вот эта так называемая русская интеллигенция, что она все-таки, я читаю, вот там перед революцией там какие-то были люди, которые выступали, там что-то говорили, влияли на общество. А эти либо поют в дуду Путину, например, да, либо ведут себя просто типа, мы ничего не знаем, мы тут не при делах вообще, мимо проходили, да, у нас тут свои книжки или там работы какие-то. Ну, ты знаешь, столько десятилетий чистки, столько десятилетий репрессий. У меня была книжка, я увлекался там революционным движением в свое время, ну, демократическим, да, там народная воля и так далее и тому подобное. И там такой мартиролог достаточно серьезный, скажем, ту же Марию Спиридонову, эсерку, ее сломать не смогли до 40-го года, пока ее не расстреляли уже, когда это просто не смогли. И в своем роде вот такой, я не знаю, как это назвать, не геноцид, да, по отношению к интеллигенции и к тем, кто как бы был вроде бы соратниками там вчера на баррикадах, и к тем, кто, ну, а тем, кто вообще просто интеллигенция, вообще не было никакого, так сказать, подходу. И после уже, то есть обратная селекция, как сказал один поляк. Когда вот перелом произошел, вот мы же говорим о пространстве даже, ну, допустим, бывшей Российской империи, да? Когда начался это отрицательный? Я думаю, что в результате Октябрьского переворота чуть попозже. Ну вот пока еще там была инерция какая-то, Луначарский, то сё, художники. А я еще добавлю, наверное, последние лет 10-15, это второй перелом, когда стало возможно жить очень богато. Ага, то есть это влияет Да, тоже. очень. Это ты имеешь в виду нынешнее время? Да, Но нынешний. они хорошо прикормлены. Да, скажем, это да. То есть они жили чуть-чуть лучше остальных, а теперь они могут быть их развратили, очень, да, развратили очень до такой лучше. степени, я не помню, меня не И интересует. тут уже материальный Да, меня не фактор. интересуют статки, как кажется, у нас в Украине, да, меня не интересует их. Но какие-то цифры попались на глаза касательно, по-моему, Соловьева, но это вообще немыслимо просто, да, это уже не цифры подкупа, это уже он сам хочет, кого то хочет, есть может страх купить. потерять вот эти огромные, отличающиеся от средней Да, массы да, деньги, он да. такой же страх, как страх расстрела.